запоминающейся была встреча с первым казахским космонавтом Токтаром Аубакировым. В 2016 году в нашем центре проходило большое мероприятие, где главным гостем был Токтар Унгарбаевич. Для иностранного гостя в первую очередь интересны экспонаты, связанные так или иначе с бытом казахского народа, с колоритом, да, относящимся так или иначе к Казахстану. И очень интересный, своеобразный для них всегда зал, напоминающий о нашем советском прошлом. Наш центр проводит большую работу, мы проводим большое количество мероприятий, экскурсий, научных конференций. Также особое внимание мы уделяем подрастающему поколению. Это проведение игр с детьми, развивающих игр, квест-игр. Также направляем свою работу на студентов. На сегодняшний день можно смело сказать, что мы многогранные, работаем с огромной аудиторией в разном плане и в разных жанрах. Монументальная роспись художника Жаксибекова, которая экспонируется в первом зале, посвящена разным этапам биографии первого президента Нурсултана Назарбаева. С левой стороны можно видеть начало его трудовой биографии, когда он работал дольничиком горновым на Карагандинском металлургическом заводе. Здесь можно видеть его коллег по заводу. А в центре Назарбаев президент независимого Казахстана, и правая сторона росписи посвящена нашей столице, которая носит гордое звание «Город мира». Макет Астаны, нынче это город Нур-Султан, как известно, выполнен столичным проектным институтом в 2011 году в масштабе 1 к 1000, то есть все здания, основные сооружения здесь показаны с соблюдением всех пропорций, всех расстояний. А другое дело, что, понятно, за это время в столице появилось много новых объектов, какие-то из них были уже здесь помещены позже, когда приезжали представители проектного института. Ну, конечно, не все новые вводимые объекты столичные представлены на этом макете. Свиток первого казахстанского чугуна, который представлен в витрине в третьем зале, естественно, подлинный, поскольку в экспозиции, как правило, используются только подлинные экспонаты, за редким исключением, но это специально оговаривается. Надо учитывать, что производительность доменной печи за одну плавку порядка нескольких тысяч тонн чугуна, поэтому таких слитков отлито было достаточно много. Четвертый зал нашей экспозиции, который носит название «Стальной профиль Казахстана», воссоздает металлургический цех. То есть здесь можно видеть полы, выполненные из стального рифленого листа, можно видеть макет мостового крана, диспетчерские громкоговорители, специальные светильники, которые используются в цехах. А макеты воссоздают всю цепочку производственного металлургического предприятия, начиная от агрофабрики, коксохимического производства, доменной печи, конвертерного цеха и заканчивая прокатным производством, где, собственно, выпускается готовая продукция, стальной лист. Интерес вызывают в пятом зале документы, которые подписаны Нурсултаном Медишевичем Назарбаевым в разный период его политической деятельности. Все эти документы были собраны в архивах города Караганды и Алматы нашими научными сотрудниками. А также большой интерес вызывают архивные фотографии того периода. Я, наверное, думаю, что чувство гордости
за те достижения, которые сегодня есть у нашей страны. И, наверное, чувство благодарности всем предкам, всем тем людям, кто был причастен к тому, что сегодня мы проживаем в независимом Казахстане.